IP-телефонию и чужие банковские карты использовал мошенник из Рязани, чтобы безнаказанно зарабатывать на чужой доверчивости. Но запутать уголовный розыск МВД по Чувашии ему не удалось. Оперативники выехали в Рязань. Тему продолжит Ольга Павлова. Здравствуйте, полиция. Руки сюда. Ключи от квартиры. Домой. Несколько часов ожидания возле квартиры, и жители Рязани, подозреваемые в интернет-мошенничестве, в руках оперативников. Он растерян и напуган, явно не ожидал, что его виртуальный бизнес закончится таким образом. Кем представлялся? Виктором. Что говорил? Продаю запчасти. Дальше что было? Дальше люди переводили предоплату На что переводили? на карту. На банковскую карту, да? Да. Кому банковская карта принадлежит? Не могу сказать, не знаю. Нехитрая схема. Объявление о продаже несуществующего товара, в данном случае автомобильного двигателя, и просьба выслать предоплату. Но к делу житель Рязани подошел весьма серьезно. Арендовал квартиру, использовал специальные технические устройства, чтобы сбить со следа полицию, чужие карты. Он обучился данной схеме мошенничества в интернете, то есть, вычитав возможность зарабатывания легких денег, решил попробовать совершить данные мошеннические действия. И в последующем разместил он объявление, использовав сим-карты и банковские карты зарегистрированы не на свое имя. В Чувашии жертвами продуманного мошенника стали 2 человека, которые решились на покупку запчастей через интернет. Задержанный уже возместил им ущерб. Проверяется причастность ранее несудимого рязанца к другим преступлениям.